самых заметных событиях четверга вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Беседов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Поможем всей Якутии. Восстановительные работы после паводка в Намском районе не прекращаются ни на один день, чем сегодня заняты волонтеры. Прием абитуриентов в технический колледж и политехнический институт в Мирнинском районе начнется 20 июня. На какие специальности можно подать документы? Провести летом с заработком. В центре «Моя работа» прошла ежегодная ярмарка вакансий для школьников. В компании республики представили вакансии на летний период. Его имя неразрывно связано с великим праздником Победы многие годы. Якутия простилась с выдающимся человеком Александром Самсоновым. Он умер в возрасте 89 лет. Сильнейшие среди лучших. Кубок защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции, получивших ранения, разыграли в Якутске. Госсовет при президенте России. Участие в мероприятии принял глава Якутии А.С. Николаев. Обсудили вопросы стратегического развития страны, а также нацпроекты. При этом речь шла о масштабных взаимосвязанных программах. Подробнее о Госсовете расскажет Айсена Бурнашова. До конца лета нацпроекты должны быть составлены и скоординированы. Об этом Владимир Путин заявил, открывая заседание Госсовета. В течение 3 месяцев проекты должны быть согласованы между различными ведомствами и уровнями власти и внесены на рассмотрение Совета по стратегическому развитию. И, конечно, нужно проработать их финансовую часть. Для этого горизонт финансового планирования страны расширен с 3 до 6 лет. Результат нацпроектов будем оценивать не потому, сколько мероприятий проведено или какой объем средств освоен, а потому, как достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения. Главный приоритет развития страны – сбережение народа и благополучие российских семей, отметил глава государства. Новые нацпроекты «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», «Продолжительная и активная жизнь» стартуют с 2025 года. Они должны сработать в пользу отраслей экономики и стать мощным стимулом для долгосрочного развития страны. Президент, как раз усиливая роль Государственного совета, комиссии Госсовета, дал сегодня поручение, чтобы председатели комиссии Госсовета вошли заместителями в проектные комитеты правительства Российской Федерации, которое будет готовить эти проекты для того, чтобы уже до 1 сентября они были утверждены. Это, я считаю, очень важно, чтобы регионы очень плотно участвовали в реализации и подготовке вот как раз программ, и их мнение, чтобы было максимально учтено. Ориентиры и задачи по всем направлениям национальных целей расписаны до 2030 года с перспективой до 2036. В рамках нацпроектов формируется большой запрос на технологии, оборудование, материалы, работы, услуги. Сейчас идет формирование основных параметров нацпроектов. Работа предстоит напряженная. В пример властям Путин поставил работу военных с передовой. Основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать. И мы все вместе, вот все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах, все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем. И именно из этого выстраивать и цели, задачи, и сам стиль работы сегодняшнего дня. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Государственные награды Российской Федерации и Луганской Народной Республики вручили воинам-якутянам, проявившим личное мужество и отвагу на полях сражения. Более 20 якутян удостоились высоких наград, среди которых орден мужества и медали за храбрость. Среди награжденных рядовые сержанты и офицеры, добровольцы, контрактники и мобилизованные. Каждый из них совершил личный подвиг на линии соприкосновения. Также воинам-якутянам по традиции вручили якутские ножи от главы республики. Выехали по координату для выполнения боевой задачи, и в тот день по нам отработала минометный расчет, и, соответственно, мы, конечно же, попали под обстрел, но
мы сразу определились, откуда работает противник, ну и, соответственно, как бы позицию поменяли и, конечно, поставленную задачу командованием, да, Министерства обороны мы выполнили своевременно. По северному завозу в Якутии отгружено более 110 тысяч тонн грузов водным транспортом. Навигация этого года всего планирует завести свыше 1 миллиона тонн. В первый тур навигации в мае-июне планируется обеспечить завоз грузов на боковые и быстромелеющие реки Тамга и Вилюй. На реку Амга планируют завоз 10 тысяч тонн каменного угля с угольного разреза Джабарики-Хая. Для выполнения планов по завозу в навигацию этого года привлекут 6 судов. В настоящее время идет накопление товаров. Завоз стартует 15 июля. Также продолжается работа по восстановлению населенных пунктов, пострадавших от паводка. Так, медпомощь получили более 700 человек. В селе Хатырык обратилось 213 человек, в том числе 8 детей. 20 мая в Намский район выехала 2-я медицинская бригада. Врачи работали в поселке Графский берег, где за медпомощью обратились 42 человека. Кроме этого, медики осуществляют волонтерскую поддержку, работают в пункте сбора гуманитарной помощи. В Алекминском районе врачи осмотрели жителей сел 1 и 2 Нерюктяй. Всего осмотрено 455 человек, из них почти 150 детей. Между тем, в пострадавших от паводка населенных пунктах Намского района работы по ликвидации последствий и восстановительные работы не прекращаются ни на один день. Коллективы ведомств и учреждений ежедневно приезжают, помогают и оказывают помощь жителям. Наводят порядок на приусадебных участках, выносят крупногабаритный мусор и выправляют поврежденные водой постройки. Также работает крупная техника. Восстановлено движение до села Маймага. Там возведен временный объезд. В селах ведут просушку частных домов и соцобъектов и подсчитывают ущерб. 2 дня назад большой субботник был, около 550 человек где-то приехало к нам. Это с министерств нашего республик, разные министерства и наши улусные организации приехали. Проводился очень объемная такая работа была проведена. И сейчас мы по вчерашнему выходили на 90%. Идем далее. Якутянин, доцент СВФУ, стал лучшим молодым преподавателем высшего образования в России. На всероссийском инновационном конкурсе «Лучший молодой преподаватель» университет представил доцент пединститута Максим Сорочинский. Тема его выступления на финальном этапе – использование нейротехнологий в образовании. Конкурсанты не только презентовали свои проекты. На протяжении 2 дней им организовали насыщенную программу. Это мастер-классы, экскурсии и научные обсуждения. На финал отобрали 116 претендентов из более 1000 преподавателей вузов и СУЗов страны. Ежегодно Максим Сорочинский преподает у более 100 студентов пединститута и других подразделений университета на кафедре информатики и вычислительной техники более 8 лет. Это ответственность, хотя пока что я не до конца ее осознал, потому что вот я сразу фактически после выступления улетел, то есть на церемонии награждения меня не было. Вот сейчас жду, пока мне отправят все документы. В прошлом году я становился одним из лучших лекторов страны, это участвовал в конкурсе Российского общества знания, и то есть это вот такое продолжение, скажем так, развития. И сейчас есть несколько идей, вот я подал заявку на 1 научный грант в продолжении своей темы. Вот сейчас жду результатов. Ну и в том числе планирую разные другие проекты, в том числе со студентами и со школьниками. Прием абитуриентов в технический колледж и политехнический институт в Мирнинском районе начнется 20 июня и завершится в середине августа. На какие специальности можно подать документы, выясняла Анна Васильева. Совсем скоро начнется прием заявлений на поступление в профессиональные образовательные организации на территории Мирнинского района. В новом учебном году в региональный технический колледж выделено 397 бюджетных мест по 10 направлениям. Поступать абитуриенту смогут как и на базе 9 класса, так и после окончания средней школы. Я считаю, что Мирнинский региональный колледж очень хороший в образовании для получения профессий для будущего. И эти профессии в будущем очень помогут, так как они очень перспективные и с высоким заработком. У Данила в прошлом году с технического колледжа выпустился родной брат, поэтому у родителей при выборе учебного заведения для младшего сына сомнений не было. Я очень тщательно подхожу
подхожу к выбору учебного заведения. И очень важно для меня, чтобы были позитивные отзывы. В этом году поступает младший сын мой, а в прошлом году окончил старший. И я с уверенностью могу сказать, что это самый лучший колледж, и здесь замечательный педагогический совет и администрация. Что касается политехнического института, то в этом году тут выделено 95 бюджетных мест по очной форме и 20 по заочной форме обучения. Всего набор будет произведен на 6 образовательных программ. У нас разные направления для набора, и технические направления, это горное дело, нефтегазовое дело, электроэнергетика. Также есть гуманитарное направление, филология, естественно, научное направление, математическое, обеспечение и администрирование информационных систем. Также в этом году будем открывать новое направление подготовки. Это экономика, профиль экономика предприятий и инноваций. Это будет очно-заочная форма обучения. Ну, пока что у нас только платные места, но будем смотреть, как пойдет набор. И в последующем будем уже планировать, возможно, бюджетные места тоже на это направление. Стоит отметить, что одним из важных факторов выбора учебного заведения поступающие отмечают наличие общежития. А что касается специальностей, которым обучают в учебных заведениях города Мирный, то они всегда востребованы. И это доказывает то, что все выпускники СУЗа и ВУЗа трудоустраиваются сразу после окончания и даже во время обучения. Анна Васильева, Мирный. В преддверии празднования Международного дня защиты детей в Якутии пройдет всероссийская акция «Судебные приставы детям». Главная цель – защита прав и законных интересов детей. В рамках акции будет активизирована работа по взысканию алиментных платежей. Также проведут рейды и встречи с общественными организациями города. Управление Федеральной службы судебных приставов по Якутии призывает граждан своевременно погашать задолженности и алименты на своих детей. В целом по городу с начала года находилось на исполнении 2688 исполнительных производств данной категории, из них 805 исполнительных документов предъявлены службой в этом году. На сегодняшний день наше отделение за этот период взыскало в пользу детей более 66 миллионов рублей. В розыске сейчас находится 462 должника по алиментам, и сотрудники службы используют все доступные способы найти их. И это не только довольно обширная работа с госорганами, но и соцсети и мессенджеры. У 56 должников арестовано имущество, 67 должников привлечены к административной ответственности за неуплату алиментов и возбуждено 56 уголовных дел в связи с неоднократным уклонением от уплаты алиментов. Провести лето с заработком. В центре «Моя работа» прошла ежегодная ярмарка вакансий для школьников. Компании республики представили вакансии на летний период для несовершеннолетних, а некоторых из них в сюжете Вероники Таюрской. В центре «Моя работа» оживленно. Как гласит поговорка, яблоку негде упасть. Школьники активно ищут работу на лето. В этом им помогают 18 компаний Якутии, которые представили вакансии вожатого, администратора, продавца и другие. Мы берем на работу с 16 лет и согласие родителя. Также вот у нас, допустим, работа официанта, это у нас обслуживание гостей, это является одним из главных работников. Ребята желают работать, но на летнее время это стоит на большом спросе, можно сказать. Для того, чтобы трудоустроиться на летний период, необходимо написать заявление о приеме на работу, принести копии паспорта или свидетельства о рождении, а также СНИЛСа. Потребуется письменное соглашение от родителей. Необходимо предъявить и результаты медосмотра. Такие же документы потребуются для вакансии официанта, которым хочет стать и Кирилл Янков. Я хочу заработать на новый телефон, купить, а то уже, этот старый. Вот. А у родителей как-то, не хочется просить. Зарплата, без разницы, хотя бы 1020, чтобы было. Согласно трудового договора, дети 14 лет могут работать 4 часа в день. 15-летние трудятся по 5 часов. Подростки 16-17 лет имеют право работать 6 часов. Как рассказали в Центре занятости, все несовершеннолетние, трудоустраивающиеся по срочному договору в компанию, имеют право на компенсацию, но при условии, что работодатель заключил договор с офисом «Моя работа».
Те работодатели, которые принимают срочным трудовым договором в соответствии с Трудовым кодексом, они могут заключить с нами договор и принять ребят вот как раз на временные работы с 14 до 18 лет. И как раз вот по данным договорам трудоустроенным детям мы можем также оказать материальную поддержку в размере 6276 рублей 75 копеек. Эти финансовые средства идут на лицевой счет ребенка. По плану Центра занятости и Управления образования Якутска в летний период планируется трудоустроить 3304 ребенка, в том числе 74 ребенка из ленивоческих хозяйств. Вероника Таюрская, Екатерина Амосова, Семен Семенов, Якутск. С 27 мая все школьники Нерюнгринского района ушли на летние каникулы. Кроме отдыха в ближайшие 3 месяца, главная задача – оздоровление детей. Уже скоро откроются летние лагеря, 16 оздоровительных на базе образовательных учреждений и мужества. В каждом отряде будут работать профильные смены. Это художественные, эстетические, танцевальные и отряд юнармия. Спортивные школы во время каникул не прекращают свои тренировочные этапы. Продолжает свою работу проект «Наш двор». Более 1000 детей являются активистами движения первых. Всего за 3 смены охватят порядка 2000 школьников. Пытаемся говорить о новшествах вводить для того, чтобы были дни насыщенными, интересными. Это культурная программа, это работа с библиотекой города, это работа с кинотеатрами, с ДК Пушкина. То есть чтобы все массовые мероприятия охватывались нашими детьми. И в городе то, что проводилось, они были яркими участниками и активными участниками. Лучшие каникулы – это время, проведенное не только с удовольствием, но и с пользой. В Алданском районе организованным отдыхом будет охвачено порядка 2000 человек. Ученики младших классов отдохнут в лагерях дневного и круглосуточного пребывания. Ребята постарше смогут поработать. Чего ожидают дети и подростки, в ближайшие 3 месяца узнали наши коллеги. Как с удовольствием и с пользой провести каникулы? Юные алданцы знают. В первый день лета воспитанников примут оздоровительные лагеря. По данным Департамента образования, в июне при 20 школах района начнут работать площадки дневного пребывания. А у ребят постарше будет возможность заработать деньги на карманные расходы. На базе Центра доп. Образования организован будет летний трудовой лагерь. Там он будет организован с питанием. То есть, там единственное ограничение – это дети с 14 лет. То есть они будут задействованы в трудоустройстве, в благоустройстве именно городского поселения, то есть города Алдан. Ожидается, что в этом году лагеря дневного пребывания смогут принять порядка 1200 человек. Лагерь с круглосуточным пребыванием детей будет работать на базе коррекционной школы-интерната 8-го вида поселка Нижний Куранах. Любимым местом отдыха детворы остается Томодский лагерь «Берег дружбы». За 2 смены на берегу Алдана побывают около 500 ребят. Кроме того, предусмотрен выезд детских групп в курортные города России, а также в лагеря и на базы отдыха республики. У нас открыты детские оздоровительные учреждения города Якутска. Там тоже несколько учреждений, но там, конечно, есть определенные ограничения, то есть определенные квоты на район. Поэтому сейчас уже необходимо обратиться в Департамент образования с заявлением для того, чтобы ребенка включить в данные квоты. На организацию детского отдыха направляются средства местного и республиканского бюджетов. Стоит отметить, что первоочередное право на получение путевки предоставляется детям участников специальной военной операции и ребятишкам из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутии простились с выдающимся человеком Александром Самсоновым. Он умер в возрасте 89 лет. Его имя неразрывно связано с великим, радостным праздником Победы. Уже много лет он был любимцем народа, как певец Победы. Его жизнь была наполнена музыкой и историей, а его вклад в культуру невозможно переоценить, рассказывает Дарья Короленкова. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Зал
Зал театра оперы и балета сегодня наполнен грустью и скорбью. Проводить в последний путь Александра Парфеневича пришли деятели культуры, друзья, коллеги и родные. Больше всего он был известен как певец Победы. Каждое 9 мая со сцены он поздравлял жителей республики и ветеранов со светлым и грустным праздником, не давая угаснуть памяти о подвиге, совершенном в годы Великой Отечественной войны. Был режиссером и исполнителем более 20 сольных концертных программ, как в театре, так и на телевидении. Александр Парфеневич в следующем году должен был отметить 90-летие. И в этом возрасте он вел очень активную работу. Он продолжал публиковать сборники своих песен. Но вот, недавно выпустил альбом «Путь в профессию». Внес огромный вклад в развитие оперного искусства, в развитие патриотического воспитания, в целом культурного, песенного творчества. И, конечно, его имя будет вписано золотыми буквами в историю нашего театра. Путь Александра Самсонова начался в далеком 1935 году в семье известных педагогов в селе Хаптагай Мегина Хангаласского района. Уже в юности, следуя семейной традиции, он окончил филологический факультет, но страсть к музыке взяла вверх. Он поступил на музыкальное отделение педагогического училища и затем на вокальный факультет Московской государственной консерватории имени Чайковского. Когда учился в школах, пел, вот, и даже пел песни на тему Великой войны, вот это все. И вот когда уже взрослым стал, я и в школе пел, и в институте пел, я же сначала закончил наш университет, там тоже пел. После выхода на пенсию он посвятил себя сохранению памяти о своей жизни и творчестве, собрав ее по крупицам в 3 огромные книги. Песни на стихи авторов малочисленных народов Севера. Вот северяне, тундра, композиторы со мной ездили по северу. В этих альбомах отражены молодость, встречи, любовь, дружба, гастроли, концерты, благодарности и награды. Особое внимание уделено гастролям по северу Якутии, работе с музыкальными коллективами и встречам с малочисленными народами республики. Его уникальный вклад в культуру и патриотическое воспитание останется навсегда в памяти жителей республики. Ракета чендеоги, аласайга мерчилен, космос таньен пороги, кулумага көккелен, кегедеге. Дарья Короленкова, Станислав Потапов, Якутск. Теперь о спорте. Кубок защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции, получивших ранения, разыграли в столичном спорткомплексе «Дахсун». Более 20 спортсменов приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу и армрестлингу. За ходом спортивных баталий следил Александр Хавренко. Спортивная школа. В республике уделяют особое внимание реабилитации военнослужащих, получивших ранения в зоне проведения специальной военной операции. Одним из видов реабилитации является занятие спортом. Спорт, во-первых, позволяет поддерживать здоровье, а во-вторых, является отличным способом коммуникации. Хочу в первую очередь поблагодарить, что организовали такие соревнования для нас. Потому что нам, как раненым, инвалидам, зачастую мало внимания. А здесь прям большое-большое спасибо организаторам. Вот. А подвигло меня поехать, потому что я всегда занимался спортом, был активным участником. Вот. Но стрельба из лука, это у меня было сегодня первый раз, пробовал себя. Мне понравилось, теперь буду заниматься постоянно. Многие участники соревнований до возвращения с СВО не занимались спортом на постоянной основе. Теперь же у них появился стимул упорно тренироваться и участвовать в состязаниях. Стрельбы из лука я уже занимаюсь больше месяца, так что результаты более-менее хорошие. А вот с пулевой стрельбой только попробовал для интереса. Я думаю, обязательно нужны, чтобы, например, в себя не уходить. Это самое важное, наверное. Потому что многие дома остаются, не выходят. Да, обязательно нужны. Для ветеранов очень важно понимать, что о них думают и о них помнят. И тогда они с особым удовольствием откликаются на предложение поучаствовать в подобных соревнованиях.
Они с радостью согласились, потому что до этого мы проводили День героя 9 декабря в спорткомплексе «Дохсун», такие же соревнования. И также мастер-классы проводили в спорткомплексе «Самородок». Да? И поэтому они уже знают, и сейчас именно отборочные будут только среди тех, которые с поражением опорно-двигательного аппарата и с ранением. На Кубке защитников Отечества для участников главное не победа. Главное своим примером показать другим ветеранам, что полученное ранение не повод закрываться в себе, что и после ранения можно найти себя в спорте и завоевывать медали. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. В Ленском районе завершилось открытое первенство по боксу. В соревновании приняли участие 42 спортсмена. В спортзале «Виктория» 3 дня шла нешуточная борьба. Все бои были красивые и зрелищные. Каждый из спортсменов боролся за звание лучшего с достоинством, из последних сил. Даже самые маленькие боксеры выкладывались по полной, а болельщики поддерживали участников. Победители по итогам соревнований получили дипломы и денежные призы. Молодыми и перспективными по итогам первенства определены Дамир Хуснуллин и Арам Саакян. За волю к победе получил специальный приз Артем Зверев, а самым красивым признан бой Павла Фролова и Артема Громова. За лучшую технику вот у нас взял молодой перспективный боксер Мартыненко Максим. Он 2014 года, ему всего лишь 10 лет, но занимается боксом уже 4 года. За его плечами, как бы так сказать, уже более 20 боев. И, слава богу, пока идет без поражений. И лучшим боксером турнира стал у нас Артемьев Александр. Он, получается, у нас победитель первенства республики этого года, победитель Дальнего Востока этого года и участник первенства России этого года. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь с нами.